Здравствуйте, это очередная страница футбольного тележурнала на БСТ, заглавием которого является слоган ФК Уфа «Даешь премьер-лигу». И сегодня основная тенденция выпуска «Взгляд в прошлое». Смотрите далее. Вспоминаем 2012-й. Все хотят доказать новому главному. ФК Уфа от Кончечкиса до Колыванова. Футбол без границ. Время возрождать спортивную акцию. Сергей Данилов. Все есть для молодого футболиста. Один из тольяттинских академиков. Турецкие мотивы. Первый сбор подошел к концу. Исчерпал себя первый месяц 2013 года. Болельщики уже отошли от новогодних празднеств и в ожидании очередных горячих футбольных новостей. Все это в ближайшем будущем, а пока давайте вспомним основные футбольные события прошедшего 2012 года. Решающий матч против главного конкурента из Нижнекамска был первой официальной игрой Уфы в 2012-м. Там, где победа нужна была во что бы то ни стало, произошел очередной нулевой конфуз. За несколько туров до конца первенства России во втором дивизионе кончечкисы, несмотря на регалии игрока, попросили с тренерской скамьи Уфы. Было озвучено и имя преемника. Им стал партнер кончечкиса по сборной России 90-х годов, не менее легендарный футболист Игорь Колыванов. Начинать с места в карьере Игорь Владимирович не стал. И в последних матчах неудачного турнира игру команды вел Андрей Малай. Уфе удалось догнать нефтехимик по очкам, но не более того. Колыванов получил в наследство группу футболистов и невыполненную задачу. Помогать в ее решении был призван олимпийский чемпион Сеула Виктор Лосев. Конечно, всегда, когда приходит новый тренер, бывает какая-то новая обстановка. Помимо этого, все хотят доказать новому главному свою состоятельность. Ну и, конечно же, настрой, я думаю, будет на высокий настрой. Финансовые вопросы, коснувшиеся сразу нескольких команд-участниц первенства ФНЛ 2012, создали беспрецедентную ситуацию. Некоторые клубы отказывались от вступления на турнирную тропу в следующем сезоне. Возникла ситуация, когда вместо них во втором по классу российском эшелоне могли появиться призеры зон второго дивизиона. Эту возможность, получив финансовые гарантии, всецело использовал футбольный клуб Уфа. Правда, ждать пришлось до последнего. Брянская «Динамо», создававшая иллюзию спасения, долгое время не позволяла уфимцам чувствовать себя полноценными членами ФНЛ. Терпение лиги было исчерпано буквально за 10 дней до начала очередного первенства, в котором Уфа получила свое историческое для башкирского футбола место. Одним из самых верных шагов на пути формирования новой команды стало возвращение в Уфу башкирских воспитанников. Ученик Рашида Фазлыева Александр Васильев, познавший опыт выступления за ЦСКА, отплатил болельщикам уже в первом домашнем матче, забив первый гол команды в ФНЛ. Чуть позже Саша представлял Уфу в различных сборных страны. Еще одно знаковое возвращение в родные пенаты пришло с появлением в нашей команде Юрия Кириллова. Соблазн сыграть за родной город превысил амбиции потенциального выступления в премьер-лиге. Кириллов постепенно набирал форму, отметился победным голом в ворота Химок, а затем и вовсе приложил ногу к выходу молодежной сборной России в финальную часть первенства Европы. Уже в начале 2013-го к Уфе присоединится воспитанник стерлитамакского футбола Артур Валикаев, а также получит авансы вызовом на первый межсезонный сбор юный Булат Хайрнасов. В истории российских чемпионатов первые бразильцы, пляжный вариант, появились в Нижнем Новгороде в середине 90-х. Башкортостан впустил в себя частичку футбола пендокампионов в исторический момент вхождения Уфы в ФНЛ. Вильям де Оливейра, а затем и Диего Карлос де Оливейра великолепно прижились в Уфе. Первый стал постоянным игроком основы на позиции крайнего защитника. В передаче Вильяма было забито немало важных мячей. Диего пока акклиматизируется и привыкает к российским будням, но свой гол, красивый по-бразильски, он за Уфу уже забил. Отметившийся в игре республиканского кубка Нивалда тоже был хорош, но на судьбу третьего потенциального южноамериканца в столице Башкортостана повлияла чрезвычайная сложность в оформлении трансферных документов. У меня просто приятная игра здесь. Я уже, как ты сказал, у меня уже 3,5 года, практически 4 года здесь в России. И мне приятно это, как я могу сказать, я уже привык здесь, адаптация не нужна, поэтому я хотел остановиться здесь еще.
Яркий старт дерзкого новичка ФНЛ образумил записных фаворитов лиги. Но Уфа, уже почувствовавшая вкус крови, принялась набирать очки с завидным постоянством. Этому поспособствовал ряд гостевых побед. После 8 проведенных матчей темная лошадка дивизиона вообще возглавила пелотон. 5 побед, ничья и 2 поражения позволили Уфе наблюдать за преследователями с высоты собственной позиции. При этом болельщики вспоминали 2 назначенных в ворота Кобызева пенальти в Нальчике и стратегическую ошибку арбитра в домашней игре против Томи. Промежуточное лидерство нашей команды заставило каждого из последующих соперников считаться с выходцем из 2-го дивизиона и настраиваться на коллектив Колыванова с предельной концентрацией. Пройдя обучение в ОНО «Спортивное вещание», лучшие творческие и технические силы башкирского спутникового телевидения получили возможность работать на территории нашей республики и близлежащих регионов на новой технике, способной производить сигнал в режиме высокой четкости. С перспективой на универсиаду в Казани и Олимпиаду в Сочи башкирские телевизионщики, засучив рукава, начали доказывать свою профпригодность на различных соревнованиях, проходящих в республике. Первой ласточкой стали трансляции с уфимского стадиона «Динамо». Для этого руководство футбольного клуба поспособствовало возведению специальных подкамерных платформ, установленных на фоне трибун. С первых же матчей трансляции из Уфы получили самую высокую оценку футбольной национальной лиги. Прорыв для республики. Такие трансляции только существовали ранее в столице нашей страны. А ныне мы можем показывать в формате HD любые трансляции, и спортивные, и культурные. Поселок Приютово на футбольной карте республики уже не первый год. Но подобного успеха местная команда еще не знала ранее. Приютовцам не только удалось дважды озадачить в официальных матчах неоспоримого лидера из Салавата, но и впервые в своей истории попасть в финал республиканского кубка. И пускай на своем поле сельчане неожиданно крупно уступили дублерам Уфы, но присутствие на решающем матче тренерского штаба главной команды, участие Колыванова и Лосева в награждении кубковых гладиаторов, безусловно, привнесло в развитие футбола в Приютово большой, даже очень большой вклад. В продолжении темы Уфа-2, взявшая в Приютово свой первый трофей на взрослом уровне, определенным образом доказала, что не зря тренерский штаб коллектива 94-го года рождения во главе с Макичем Микееляном вкладывал в ребят максимум усилий, начиная еще со школьного возраста. С тех пор команда, выросшая из коротких штанишек в боеспособную дружину, уже отличилась в 2011-м, выиграв первенство России в своем возрасте среди участников первенства ПФЛ во 2-м дивизионе. А к победе в Кубке Республики Уфа-2 добавила и бронзовые медали башкирского чемпионата. Для Макича Микееляна этот успех стал также первым на взрослом уровне. В перспективе определенная часть юношеской команды постепенно должна влиться в основной уфимский коллектив. Еще несколько лет назад, после ухода в лету стерлитамакского садовика, Учелы по праву заняли статус флагмана республиканского футбола. Команда «Горняк» регулярно и поступательно шла вверх в своем развитии. Апогеем стала кубковая победа над московским «Локомотивом». Но далее грозный крейсер Анатолия Коробочки по каким-то причинам дал течь. Далее у руля «Шахтеров» стал Владимир Силованов. При этом в Учелы для обретения игровой практики в рамках игр первенства страны во 2-м дивизионе было рекрутировано около 10 юных футболистов из Уфы. Однако вскоре многие из них перестали получать место в составе, а «Горняк» медленно и верно тонул в глубинах Урало-Поволжской зоны. Очередная смена тренера, возвращение на мостик Дмитрия Радюкина немного изменило ситуацию. Но пребывание учелинского клуба в структуре футбольной пирамиды башкирского футбола в силу кардинальных нарушений договоренности теперь находится под очень большим вопросом. Салаватские юрматы, последние годы варящиеся в республиканском котле, вновь абсолютно справедливо стали чемпионами Башкортостана среди любительских команд. Коллектив Андрея Захарова с первых туров начал свою победную серию, и осечек допустил минимальное множество. И есть ощущение, что юрматы уже давно присытились очевидными успехами во внутренних турнирах. Даже тот состав, что завоевал республиканское золото в 2012-м, способен быть одним из лидеров как минимум 3-го российского дивизиона, а то и 2-го. Еще весной уфимская женская команда под предводительством амбициозного генерального директора Вадима Ахметова и тренерского тандема Рашитова-Чернова имела возможность попасть в высшую лигу российского чемпионата. Не найдя финансовых гарантий со стороны потенциальных спонсоров, Агидель вновь вступила на турнирную тропу в зоне Урал-Западная Сибирь. Она была пройдена на отлично. В финальной пульке, которая игралась в Сочи, уфимкам вновь, как и год назад, не хватило чуть-чуть. В итоге 5-е место и шажок вперед по сравнению с прошлым сезоном. К тому же несколько игроков Агидели вызывали
перебрались в различные региональные и российские сборные. Прогресс команды налицо. Теперь слово за властимущими. С удовлетворением хочу сказать, что игроки и тренерский состав расстроен, в общем, очень решительно и горят желанием побороться за выход в высшую лигу. Михаил Маркосов появился в Уфе в ранге действующего бомбардира зоны Юг еще в середине прошлого сезона. Открыть счет забитых голов за новую команду он долгое время не мог. Отчасти прорвало в концовке мытарство Уфы во втором дивизионе. ФНЛ первый успех пришел в 4-м матче. Далее был важный победный мяч Шиннику в стиле легендарного немца Уве Зейлера, а также незабитый пенальти Енисею, повлиявший на результат. Но затем прорвало. В оставшихся 7 матчах до новогоднего перерыва Маркосов забил 6 раз. Голы на любой вкус приносили Уфе очки. Команда вновь обрела стабильного бомбардира, а он, в свою очередь, не стеснялся показывать свои эмоции после каждого точного удара, посвящая забитые мячи своей семье. Два последних домашних матча Уфы в 2012-м стали настоящим откровением для болельщиков. Команда демонстрировала искрометную игру и завершила год победой над некогда грандом российского футбола Ротором. А руководство уфимского клуба организовало настоящую полевую кухню. Беспрецедентный случай в истории игровых видов спорта республики. Каждый желающий абсолютно безвозмездно мог отведать вкуснейшей каши с тушенкой. Работали пункты раздачи горячего чая. Не зря поддержка на уфимском стадионе «Динамо» была поистине искренней и теплой. Боремся за своего зрителя, за своего болельщика. Пытаемся сделать так, в такие погодные условия, не очень, они сейчас холодновато все равно, чтобы люди понимали, что мы тоже вместе с ними. Вот. Это и спасибо Марат Шарифовичу Магаде. Он мне сказал, говорит, надо кормить людей. Вот мы быстро сделали вопросы. Каша, чай. Мне самому очень сильно понравилось. Венчал календарный год традиционный праздник, посвященный Международному дню футбола. На уфимском стадионе «Нефтяник» вновь прошел турнир по мини-футболу, который второй раз подряд выиграла неподражаемая сборная ветеранов башкирского футбола. Команда Уфа выступила смешанным составом. Болельщики увидели на паркете и руководство клуба, и тренерский штаб, а также ряд футболистов как основного, так и дублирующего составов. По окончании баталий была проведена церемония награждения, главными действующими лицами которой стали футбольные герои прошлых лет. 2012 год можно смело занести в актив развития башкирского футбола. И теперь, раз уж настроились на волну воспоминаний, давайте продолжать в том же духе. Ровно 2 года назад в Башкортостане стартовала спортивно-патриотическая акция «Футбол без границ». Идея отпраздновать очередную годовщину Великой Победы 1945 года изначально появилась достаточно неожиданно. Группа энтузиастов в лице представителей спортивной редакции телеканала БСТ, команды Башинформсвязь «Динамо», Ассоциации женского футбола республики при поддержке партии «Единая Россия» решила организовать серию футбольных встреч в разных уголках Башкортостана. На помощь пришли известные артисты, журналисты и спортсмены. Точкой отсчета были названы Кармаскалы. Сборная акции «Футбол без границ» предстала перед зрителями в форме с одинаковыми игровыми номерами 65, символизирующими юбилейную дату. Кстати, первая игра завершилась со счетом 6-5, что не могло не отразиться на послематчевых комментариях. Действительно удивительный счет. Пусть он всем, так сказать, 65 цифра будет самая знаменательная в этом году. И здоровья всем и счастья. Далее команда «Футбол без границ» сыграла товарищеский матч в Туймазах. Местная сборная, усиленная рядом игроков, имеющих опыт выступлений в республиканском первенстве, с трудом свела основное время встречи в ничью. А в серии послематчевых пенальти была успешнее. Хотя главным, конечно же, являлась не победа в отдельно взятой игре, а дань памяти великому подвигу советского народа. То, что эта акция проходит в преддверии 65-летия Победы, для меня, как для сына фронтовика, это очень знаменательно. Всегда, когда приближается 9 мая, какие-то особые чувства. И очень приятно эти чувства разделить с товарищами, с болельщиками, с игроками и нашей команды, и команды друзей, соперников. Игру в Стерлитамаке можно разделить на две половины. В первой организаторы акции «Футбол без границ» за счет командной сыгранности и отдачи в обороне повели 5-0. Но после смены голкипера гости чуть было не умудрились растерять достигнутое преимущество. Хороший
хорошее, отличное начало. И не зря у нас футбол без границ, нету, как говорится, определенных границ. Заключительная игра прошла в столице республики. Соперники, наслышанные о силе и мощи сборной, с первых минут выпустили на поле мощный состав из участников и победителей первенства Башкортостана по мини-футболу. Но и в стане коллектива «Футбол без границ» нашли свои герои. В итоге крупная ничья, очередная серия пенальти и дружеское фотографирование на память во имя Великой Победы. В последнее время родоначальников акции «Футбол без границ» вновь одолевают идеи возобновить турне по республике. Возможно, первые матчи уже не за горами. Представляем очередного футболиста главной команды республики. На очереди Сергей Данилов. Мне кажется, это как у любого парня, просто инстинктивно играл во дворе в футбол, и дедушка отвел уже в команду, был в желании, и там это, естественно, сначала хотелось просто. Конечно, это команда детства, за которую я болел с малых лет, поэтому она все время будет моей, не сказать, нелюбимой, но не чужой уж явно. Как бы, думаю, игрой Андрея Тихонова восхищается каждый. Вот, чтобы сказать, что прям кумир, да, ходил, смотрел, что-то для себя подчеркивал, но чтобы так стать его прям кумиром. Там очень хорошо развита инфраструктура. То есть все есть для молодого футболиста, чтобы он жил, развивался, учился, тренировался. Подобраны высококвалифицированные тренера, которые постоянно ездят на различные стажировки, ведущие клубы мира, Челси, Бавария, ну и все в этом роде. Поэтому такой процесс там идет постоянного самосовершенствования, то есть там на месте не стоит. Все новшества мирового футбола там известны, поэтому футбол там никогда не стоит на месте, не работает по одной программе, тем более приезжают хорошие туда учителя, которые тренировали там и сборную России, то есть, ну, там все на мировом уровне развито, я думаю, вот школа ничем не хуже европейских. Ну, это был такой крепкий, слаженный коллектив, против которого было тяжело играть. В итоге нам не удалось ни одной победы одержать, даже ни одного гола забить, хотя у нас команда славилась своей комбинационной игрой, игрой в нападении. Хорошая была команда, крепкая. Ну, в принципе, своей игрой подтвердила выход в ФНЛ. Хоть и со второго места, но ничего страшного. Очков-то в итоге, что Уфа, что Нефтехимик набрала одинаково. Поэтому тут дело случая. Где-то маленько повезло, где-то нет. Да никак, просто приехал на просмотр. И все. Понравился. Подписали. Думаю, стандартный случай в футболе. Поэтому ничего, какого-то секрета нету. Значительный шаг вперед. Тем более клуб с большими амбициями, с большими перспективами. Поэтому это, я думаю, даже большой шаг вперед. Здесь помимо Виталия у меня уже были знакомые, это Азамат Засеев, мы с ним в «Крыльях» вместе играли в дубле, поэтому адаптация вообще прошла без каких-либо проблем. То есть, во-первых, не только потому, что были знакомые, вообще коллектив сплоченный, дружный, поэтому тут, когда такой коллектив, когда он тебя принимает, тут как бы адаптация, она и не чувствуется особо, само собой. Пришел, как, грубо говоря, в родной коллектив. Ну, я был до этого здесь сколько, 2 или 3 раза, то есть, и когда приезжал, ну, на игры, то есть уже, в принципе, мне понравился город. Такой относительно маленький, компактный, уютный, чистый, то есть, в принципе, мне город нравится. Тренировался, работал, все, ждал шанса. Шанс появился, воспользовался, все тут. Секрет просто терпеть и ждать. Все. В принципе, ничего особенного.
Ну, у нас с Азаматом функции больше оборонительные, то есть нам приходится больше выполнять черновую работу. А Рома — это, так сказать, мозг команды, который ведет игру, ну, ведет, в общем, игру. То есть созидательные все действия в основном от него, а мы как бы ему, так сказать, в помощники. Перед началом сезона сказали, что мы там после такого периода времени будем идти 9-й и, грубо говоря, до 3-го места 3 очка. Я думаю, все были радостны, довольны. Ну, сейчас, конечно же, уже, когда потеряли 4 игры, пропустили на последних минутах, конечно, уже где-то обидно, где-то, как говорится, сколько не было, всегда хотелось бы лучше, выше. То есть уже думаешь, а вот если бы были на 5-м, то, конечно, лучше было бы, или на 3-м. Там. Ну, а так, в принципе, я считаю, достойный, хороший результат. То есть обвинить кого-то, что-то, что мы там плохо играли, думаю, ни у кого язык не повернется. Ну, на этом не надо, самое главное, останавливаться, а продолжать наверстывать. Готовить только легкую пищу готовим, а именно чтобы, ну, как быт. Быт спортсмена, он довольно-таки однообразен, поэтому с утра встал, поел, потренировался, пришел, отдохнул, а вечером уже на что у кого какие там предпочтения, кому что нравится, там, кино, на хоккей, что там еще, недавно на волейбол ходили, ну, у кого какие предпочтения в отдыхе, кто дома лежит в интернете, кто-то, я не знаю, там, с девушкой проводит время, там, в ресторане, еще либо, у каждого свои. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Футбольный клуб Уфа вернулся с первого сбора, проходившего в Турции. В следующем выпуске нашего тележурнала подробный отчет с комментариями из первых уст. До встречи. Наши тоже умеют, если что. Не, подожди, Сайто, ответ сейчас будет. Давай. Все, пошли. Belki güneş daha bilir. O da biliyor. O da seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara, o yine birliğini yakıyor. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır, çimeli gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz.